3 часа ночи. Начало июня, в Якутии сезон белых ночей. Это время для речной операции выбрано не случайно. Сила ветра и течения, уровень воды и еще ряд параметров должны сойтись для успеха технологической операции, которую в истории отечественного мостостроения еще не осуществлял никто. Металлическая конструкция общей массой более 2000 тонн и высотой с пятиэтажный дом с помощью 3 буксиров должна дойти до противоположного берега. Все, с Богом, поехали. Совсем скоро здесь, в русле реки Лены, начнутся работы по сооружению пилонов Вантово-Лентского моста. Именно для устройства их фундаментов будут применены впервые в России наплавные кофердамы, которые позволят создать сухие зоны в русле реки. Антон Алексеевич, расскажите, в чем заключается основное отличие технологии наплавных кофердамов от технологий, которые ранее применялись в российском мостостроении для строительства пилонов? Технология наплавных кофердамов для Ленского моста принята специально исходя из климатических условий. То есть очень короткий сезон навигации, очень высокие ледовые нагрузки возникают. Вот и в связи с этим это вынужденная мера, которая позволяет вообще реализовать этот объект. Потому что в классическом случае то время открытия навигации, которое сжато, оно позволяет только устроить шпунтовое ограждение без сооружения своей фундаментной части, и это уже не позволяет выносить ледовые нагрузки, вот, что приводит к разрушениям. В данном случае на нашем объекте применена уникальная для России технология кофердамов, которая позволяет в сжатые сезоны навигации выполнить необходимый объем работ для закрепления в русле и восприятия ледовых нагрузок. Антон Юрьевич, сегодня важный этап успешно завершен. Что дальше? Дальше продолжение работ. Мы интенсивно будем продолжать работы на окончательной доводке 10-го кофердама. А также, естественно, сейчас позволяет уровень воды приступить к дноуглублению и подготовке основания под установку 10-го кофердама. Следующий этап будет заключаться в начале работ по бурению. Следующий этап, самый, наверное, один из самых тяжелых, все-таки установить кофердам в проектное положение, потому что там очень большая точность нам необходимо под водой провести дноуглубление, после этого постелить щебень, выровнять его при помощи 3D-технологий, специальным оборудованием. Только кофердам стал, грубо говоря, в проектное положение, в плане и, естественно, в горизонт. После чего мы максимально быстро приступим к сооружению бурных свай, которые нам необходимо выполнить, опять же, в этом сезоне до ледостава и окончательно завершить до ледохода следующего года, чтобы кофердам выдержал эти нагрузки.